55 лет флагман энергетики Дальнего Востока, компания «Якутскэнерго», обеспечивает светом и теплом самый холодный населенный регион планеты – Республику Саха-Якутия. Задача акционерного общества «Энерготранснаб» – транспортное обеспечение предприятий «Якутскэнерго», поставка топлива, оборудования и запчастей. И за свою полувековую историю компания зарекомендовала себя как гарант надежной и своевременной поставки энергогрузов в любую точку Якутии. История этого предприятия – это история людей – сильных, отважных и самоотверженных. Ездил по всем рейсам, возил самые тяжелые дизеля по тем временам. А в основном, трансформаторы, дизеля, энерговагоны мы возили, лес и в общем, все дизеля, которые обслуживают энергетику. В каждой специальности есть сложности. Срывались с макушек подъемов, падали вниз, во овраги и прочее. Но оставались живыми, груз завозили. Аварий почти не было, так что что-то мы не сделали. Ну, а сложности всегда в дороге бывают. Где баллон лопнул, где колесо отвалилось. Человек нескольких эпох, переживший страшные военные годы и ставший свидетелем первого полета человека в космос, Борис Анисимович – один из старейших работников Якутскэнерго. В «Энерготранснабе» работает с первых шагов предприятия, когда оно только начало оформляться в автобазу. Нет на карте Якутии места, куда бы он ни проложил дорогу. Этот случай был такой. Ехали на пожар гасить. После, небольшой остановки, там где-то перед 100-м километром, я знал, где-то впереди есть спуск крутой. А на этом повороте, я только выехал, у меня выскочило сцепление. Скорость вырубилась. Я обхожу товарища, а оттуда идет УАЗик, полный набитым людьми. Ну, что мне делать? Тормозить я уже не могу остановить, На товарища наезжать тоже. Но я, недолго думаю, в технику вместе с бульдозером отправляю во враг. Там километр 2, спуск такой был. Как я дочу, я успел включить, на тормозах бесполезно было держать. И в самом низу мы остановились вместе с бульдозером, вместе с кировцем, вместе с площадкой. И таким путем я технику спас, людей спас, и сам остался живой. Смотреть в глаза опасности для работников «Энерготранснаба» – дело привычное. В суровом климате, при невероятных расстояниях на них лежит ответственность, несравнимая с требованиями ни в одной другой профессии. Авария на энергопредприятии, ЧП в зимние морозы – надежда только на них – северных странников.